Приветствую, смотрите, подписчики, гости канала, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 28 мая. Это у нас с вами будет среда. Смотреть будем на колоде «Цыганский пасьянс». Все знаки будут от овнов до рыбок в одном видео. Плюс, напоминаю, мы с вами еще смотрим дополнительно, я выкладываю карты дня. Каким образом, да, вот я выбрала именно эти карты, я их высчитываю. Мы с вами берем 28 мая 2025 год, это 28.05.2025. Если мы складываем все цифры, получается у нас с вами 24. Но так как у нас 24-го аркана нет, мы суммируем 2 плюс 4, получаем 6, это 6-й старший аркан. Идет влияние этого аркана на этот день. И также еще можно отнимать, от 24 можно отнять 22 старших аркана, и получается двоечка. Это тоже одна, да, из техник. Получается второй аркан. Поэтому я решила брать два, то есть и по одной, и по второй технике. Влияние будет аркана жрицы и влияние аркана влюбленные. Поэтому я думаю, что здесь у нас с вами среда, 28 мая, речь пойдет, возможно, о каких-то союзах. Ну, сейчас посмотрим еще, что карты покажут. Значит, первый у нас, конечно же, овны. Смотрим. 28 мая, среда, события дня. Так, сейчас, секундочку, забыла камешки достать. Сейчас паузу поставлю. Первое событие – это цепь. Книга. Череп. Третье событие. Якорь. Угу. Бабочка. И цветочек. Цветочек. И сейчас я еще проверю горизонталь, вертикаль. Да, есть еще, видите, 40, к сожалению, выпала. Метла. Неприятность нельзя. Здесь нет, здесь нет. Не вижу, не вижу и не вижу совпадений. А ну, колокольчик нельзя соединить. Получается, у вас в этот день нерешенный вопрос. Может быть, какой-то в среду. Если вы планируете решить, то карты показывают, что, скорее всего, не получится. Половинки ножниц далековато друг от друга, поэтому, может быть, даже там в ближайшие дни и не получится. Дальше, видите, казенный дом рядом выпал. То есть, если в казенном доме вы планируете что-то решить, то, может быть, там что-то пойдет не так. Дальше ссора. Может быть, опять же, решаете вопросы через ссору, через конфликт. Да, пытаетесь отстоять решение этого вопроса. Может быть, так проиграться. Дальше деловой разговор. Якорь показывает, что вы где-то проведете много времени в этот день, возможно, вот за разговором. Возможно, ухудшение самочувствия. И из плюсиков еще есть исполнение желания. Так что вот такой вот день. Но если брать влюбленный союз, да, партнерство, то это может быть деловой разговор, да, вот таким образом проиграется у вас. Ну и ссора, да, это же тоже всегда про двоих, ты и я, да, два человека между собой выясняют отношения. Поэтому вот такое у вас будет влияние. Благодарю за внимание, перехожу к тельцам. Смотрим, тельцы. 28 мая. Тельцы. События дня. Покажите мне, как день пройдет у тельцов. Среда. Угу. Сразу же якорь выпадает с утра прям.
первым событием где-то заякоритесь. Угу. Сундук, второе событие. Чашка чая. Ну, у вас как-то, видите, про дела ничего нам не показали. Никакой информации нет. Так. И по горизонтали я вижу только змею. Угу. Ой, по вертикали, вернее, а не по горизонтали. Значит, смотрите, 4 события у вас. Первое, якорь, показывает, что день для вас будет достаточно такой статичный. Возможно, будет мало перемещений, мало движения. Якорь — это всегда про, да, вот, как, знаете, корабль на якоре стоит. Дальше прибыль, плюсик по финансам у вас будет в этот день. Еще вот нашла, дерево пропустила. У вас получается прибыль, у вас гости, приглашение. Возможно, вас пригласят в гости в этот день. Видите, у вас карта влюбленные проиграется как поход в гости. Или к вам придут гости, может быть, да, позвонят, скажут, что мы идем к вам в гости. Хотя приглашение — это обычно, когда приглашают нас. И змея, опять же, да, то есть влюбленный союз, 2 человека, общение с человеком-змеей. То есть это либо по году рождения змея, либо по характеру. Тут уже как повезет. Ну, будем надеяться, что это просто по году рождения человек-змея. Вот такая информация для вас. Ну, у вас тут ничего плохого. Больше похоже на выходной. Какие-то финансовые поступления и гости. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам, к нашим именинникам. Смотрим. Близнецы. 28 мая. События дня. Близнецы. Двадцать 28 мая. Близнецы. Среда. Покажите мне, как у них пройдет день. Что там будет. Подарочек у вас сразу выпадает. Получите подарочек в этот день. Угу. Скорее всего, от друга. Друг — подарок. От друга, подружки. Угу. Змея. Ключ нельзя соединить, к сожалению. Колокольчик получился. Ножницы. Свиток нельзя соединить. И здесь не вижу совпадений. У вас тоже такой, вы знаете, очень спокойный день. Смотрите, выпадает подарочек, выпадает общение с друзьями, пустые разговоры, болтовня, колокольчик, да, с друзьями. Решение какого-то вопроса, может быть, плюсик. И общение со змеей. Но здесь, конечно, может быть и плюс, и минус. С одной стороны, это может быть человек, там, медик или человек по году рождения змея. Но может быть, конечно, и такой, кто-то с длинным языком. Поэтому в вашем случае влияние аркана влюбленные — это, я так понимаю, разговоры. Разговоры, болтовня с кем-то. Я думаю, что это встреча с другом, подружкой. Таким образом на вас повлияет. А я так поняла, что аркан жрицы, влияние на этот день, это знаете какое? Это просто такой очень спокойный день, потому что вот вы 3-й знак, конечно, это еще не половина, но все равно. Но уже по раскладу видно, что нет таких ужасных негативных событий. И, возможно, это как раз жрица дает вот это спокойствие такое. Ой,
Простите, пожалуйста, убежал у меня и прям упал на стол. Ну что, давайте смотреть дальше. Что у раков? Сейчас будем разбираться. У всех ли он будет такой спокойный этот день? 28 мая. 28 мая. События дня. Раки. Как пройдет среда у раков? Покажите мне, пожалуйста. Ключ, первое событие. Это очень хорошо. Лебедь. Ссора. Угу. Яблоко, слезы. Книга. И горизонталь, вертикаль не вижу. Диагоналями мы не соединяем с вами. Я думаю, вы уже помните. Значит, получается 5 событий у вас в этот день. Верность показывает, что все хорошо будет в личной жизни. Пара. Да, вот карта влюбленные. Вы будете как такая парочка влюбленных. Дальше у вас ключ показывает, что перед вами будут открываться двери в этот день, которые до этого были закрыты. И казенный дом, видите, выпал. То есть в госучреждении, в какой-то инстанции все может очень легко и с позитивным результатом для вас произойти, потому что ключ. Дальше ссора и слезы. Но это негативное событие. Показывает, что в этот день, скорее всего, влюбленный также еще и проиграется как союз с каким-то человеком, который приведет к непониманию, к ссоре. Ну, слезы, может быть, это, конечно, громко сказано, может быть, прям там не до слез все будет, но негативные эмоции какие-то можете пережить. Так что, к сожалению, предупреждение, что может быть с кем-то небольшая ссора в этот день. Благодарю за внимание, раки. Я перехожу дальше к львам. Так, львы. Смотрим, 28 мая. События дня, львы. События дня. Какие события будут у львов 28 мая в среду? Череп, первое событие. Колокольчик, второе. Месяц нельзя. Два сердца. Любовь у вас. Любовь и влюбленный. Точно все хорошо будет в любви. Чемодан. Угу. Змея. Якорь. И лавровый венок. Так, теперь смотрим здесь. Угу. По вертикали есть еще интимная связь, кровать. Последним событием выпала. Значит, смотрите, что у вас получается в личной жизни. Точно все очень хорошо, потому что выпала любовь и кровать. Поэтому карта влюбленный для вас проиграется
личной жизни. Дальше, значит, смотрим, что еще выпало. Успех в работе, в делах. Успех. Разговоры с кем-то. Пустые разговоры, болтовня. Временная разлука, расставание может быть. Якорь. Остановка где-то надолго вечером. Ну, может быть, дома. Общение со змеей. Это с человеком, у которого может быть такой острый язычок. Кстати, это еще может быть медик. Вот если брать здоровье, видите, выпала болезнь. У вас может быть ухудшение самочувствия в этот день, а это может быть врач, к которому вы будете обращаться. Или также это еще может проигрываться череп. Это вообще, когда мы занимаемся собой, здоровьем, внешностью. А это может быть какой-то вот специалист. То есть это может быть там и массажист, и косметолог, и тренер, и врач, там, и кто угодно. Поэтому, может быть, у вас таким образом проиграется. То есть у вас, видите, союз идет и в личной жизни, любовь, влияние влюбленных, и, скорее всего, общение еще вот с кем-то, с какой-то змеей в этот день. Такая информация для вас. Благодарю за внимание. Перехожу я к девам. Так, девы, смотрим. 28 мая. 28 мая. Девы, события дня. Среда. Первое событие – это месяц. Угу. Также у вас, видите, выпадает встреча. То есть для вас влюбленные, скорее всего, проиграется как союз какой-то рабочий, не личного характера. Угу. И у вас выпадает еще замок, тайна. Вот в вашем случае влияние жрицы – это открытие какой-то тайны. Угу. Кровать еще есть. Тоже парное событие. Угу. Гости. Удача тоже. Угу. Конверт еще есть. Так, здесь нет совпадения, здесь нет карты, чтобы проверить. Рассказываю, значит, что у вас выпадает на среду. Месяц. Месяц – это событие, которое происходит с вами каждый месяц. Ну, или какая-то периодичность, может быть, там раз в 3 месяца, или раз в полгода, или раз в неделю. Будет какое-то событие. Дальше будет деловая встреча, деловая, рабочая. Будет получение, конверт. Возможно, на этой встрече вы что-то получите. Дальше удача, везение вам будет сопутствовать, гости, интимная связь и открытие секретов тайн. В этот день еще какая-то информация откроется для вас, потому что жрица что-то скрывала, и в этот день она приоткроет какую-то тайну, что-то такое интересненькое узнаете. Так что вот так. То есть для вас влияние жрицы – это тайна, влияние влюбленных – это рабочая встреча и какая-то личная встреча. Такая информация для вас. То есть, видите, в целом день очень позитивный. Плохие события не выпадают, потому что жрица, она как бы делает его таким спокойным, мягким. Без приключений, что называется. Вот когда у нас выпадает шут, вот там приключения. А когда жрица, как говорят, в Багдаде все спокойно. Смотрим дальше. Весы. Весы. Среда. 28 мая. События дня.
Ну, первое событие месяц. Смотрим дальше. Может, сейчас еще что-то найдем. Угу, подарок. Ключ. Расческа, неприятность. Один минус пока. Значит, смотрим, дорога. Дорогу нельзя соединить. Подсвечник. Так, дальше смотрим. Здесь нет. Нет. Нет, и здесь нет. Получается, у вас 4 события хорошие, только одно негативное. Первое, месяц показывает, что будет событие, которое постоянно повторяется, имеет какой-то цикл, и оно произойдет именно в среду. Получение подарка, бонуса, знака внимания, возможно. Ключ, открытые двери, возможности, все в ваших руках в этот день. Надежда на этот день. То есть какие-то надежды возлагаете, скорее всего, что все реализуется. И видите, последним событием выпала неприятность. То есть может произойти какая-то там неприятность. Но опять же, возможно, это будет и не с вами. Потому что у вас, ну, как бы нет особо плохих событий. Может быть, это с кем-то. А может быть, фильм будете смотреть про какие-то там приключения, неприятности. Так что вот такая вот история. У вас здесь даже получается карта влюбленный, скорее всего, проиграется как влияние этой карты будет как подарок от кого-то, потому что влюбленный это всегда про союзы. Ты и я, да, два человека. Вот где у вас тут союз? Ну, скорее всего, подарок. Подарочек от кого-то. Благодарю за внимание, весы. Я перехожу к скорпионам. Так, смотрим. Скорпионы. 28 мая. Скорпионы. Угу. Сразу выпадает любовь. Влияние карты влюбленный на вас будет очень такое прямое. Цыпленка нельзя. Конверт. Тайная встреча. У вас тут и жрица еще и проиграется. Смотрите, и замок тайна. Тайна, тайная встреча. Какие-то тайны могут открыться. Встреча. Встреча, получение. Дорога. Дорога на какую-то встречу, может быть. И удача. Очень удачная дорога. Так что в этот день, видите, можно назначать встречи. Карта влюбленной, опять же, она всегда говорит про союзы. Если идет влияние аркана влюбленный, очень хорошо в этот день встречаться с друзьями, ходить на свидания, заключать какие-то сделки там и так далее. Так, сейчас проверяю еще. Горизонталь, вертикаль не вижу. Что у вас получается? Ну, у вас, в принципе, классный день за одним маленьким исключением. У вас точно все хорошо будет в любви, влюбленные выпали. Деловая встреча, поездка, получение чего-то, конверт, получение, удача, везение. И здесь вопросики с тайной. Выпала тайная встреча, и замок показывает, что эта тайна, она может открыться.
потому что еще есть жрица. Жрица это же тоже про тайны карта. Жрица, она как раз раскрывает тайны. Поэтому если вдруг вы решили с кем-то встретиться втихаря, что называется, то скорее всего это каким-то образом откроется. Поэтому лучше втихаря не делать. Или если от вас кто-то решил устроить какую-то тайную встречу за вашей спиной, опять же карта показывает, что тайна это откроется, и вы узнаете. Потому что жрица, она не скрывает эти тайны, она их показывает. Интуиция. Жрица это интуиция. То есть вы интуитивно раскроете, да, вот эту тайну. Или же кто-то другой интуитивно раскроет, да, вот вашу вот эту схему, что вы там задумали. Поэтому так, в этот день лучше не хитрить. Не хитрить, особенно в отношениях влюбленные. Союзы должны быть честными. Поэтому вот такое предупреждение, скорпиончики, для вас. Благодарю за внимание и переходим к стрельцам. Так. Стрельцы, 28 мая, среда, события дня, стрельцы. Угу. Вот вроде бы чувствую, что есть, и глазами не вижу. Корабль. Угу. Подарочек. Вот тут еще вот есть друг. Молния есть также. Проверяем еще здесь. Корона есть. Корона. Смотрим, здесь нет, здесь нет. Не вижу, не вижу и не вижу совпадений. Получается, у вас общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. То есть для вас влюбленный проигрывается как союз с человеком в короне. Да, ну, имеется в виду, какой-то статус у него есть. И общение с друзьями. Вот тоже таким образом. Союз с друзьями, союз с каким-то влиятельным человеком. Дальше подарочек можете от кого-то получить в этот день. Или кому-то подарить подарок. Ожидание. Долго кого-то ждете. И какие-то экстренные новости. Молния всегда показывает, что какая-то информация, новости приходят, срочные новости, неожиданные новости, новости в электронном виде, то есть типа там смс-ки, там новости в телеграм-каналах тоже вот таким образом может проигрываться. Так что в целом, видите, день позитивный, негативных событий нет. Это у нас с вами влияние аркана жрица. Вот практически у всех знаков зодиака очень такой мягкий день, нет там каких-то, не знаю, конфликтов, скандалов, неприятностей, каких-то проблем там. Такого ничего не видно. Я думаю, что это благодаря аркану жрицы. Она все у нас всегда смягчает. Хорошо, смотрим дальше. Дальше будут у нас с вами козероги. Козерожки. Покажите мне, пожалуйста, события дня для козерогов. Среда. Как пройдет для них этот день?
Угу. Первое событие — гости. Успех. Лавровый венок. Тут два варианта. Бабочка и чемодан. Видите, в зависимости от того, что вы увидели первым, то и проиграется. Когда я эту карту достала, ну, я как бы одновременно увидела, но оставлю бабочку. Бабочка — это деловой разговор. Чемодан — это временная разлука. Будильник, видите, деловой разговор на определенное время. Ага, и тайна здесь еще. Тайна, связанная со временем, или какая-то, может быть, долгая тайна. Так, сейчас я еще смотрю, что здесь есть. Горизонтали, вертикали. Вот по вертикали есть верность, лебедь, лебединая верность. Опять же, влияние аркана влюбленные. Дальше. Угу. И есть еще, смотрите, у вас мало того, что лавровый венок, еще и флаг. Победа. У вас, видите, два хороших события выпали на работу, дела в этот день. Так, ну что, ну в принципе хороший день, вы видите, да? И не только у вас, у многих знаков выпали хорошие события. Я думаю, что это влияние аркана жрица. Значит, у вас в этот день точно может быть деловой разговор, это союз, деловой союз. Деловой разговор, победа, успех, очень успешно все может пройти с хорошими результатами. Могут быть гости, кто-то в гости может прийти. Кстати, часто верность, да, вот этот лебедь, показывает события в паре. Может быть, у вас какое-то парное событие, и кто-то вас придет поздравлять. Дальше, что еще выпало? Тайна, может открыться какая-то информация, опять же, благодаря жрице. Она, да, вот, открывает все эти секреты. Откроется какая-то информация, и будильник еще может показывать, что вы в этот день можете куда-то опаздывать, не успевать. Ну, вот, например, рядом деловой разговор. Разговор назначен на определенное время, и вы можете как-то там вот то ли перепутать время, то ли не успеть, то ли там будет какая-то история там по времени, что там неправильно поняли друг друга. В общем, здесь надо будет быть осторожными. И лучше переспросить, узнать, уточнить, в такое вас время ждут, на том ли месте, чтобы не было вот этих проблем. А так в целом, видите, что день очень хороший. Вопросик только по времени. Благодарю за внимание, Козероги. Перехожу я к Водолеям. Так, Водолеи. 28 мая. События дня. Водолеи, среда. Как для них пройдет этот день? Сразу же выпадает цветочек. Очень хорошее событие. Редко выпадает. Угу. Здесь два варианта. Смотрите, может быть и неприятность, и какая-то проблема со временем. Но это как бы она и есть. Скорее всего, это неприятность, связанная со временем. Давайте оставим будильник. Но будем иметь в виду, что расческа тоже может быть. Угу. Тут еще и рыба у вас есть. Цепь нельзя. Так, ага, и есть еще бабочка. Смотрим теперь здесь.
Шарики. Очень хорошо. Удачу, к сожалению, не могу соединить вам. Здесь нет. Получается, у вас в этот день из хороших событий это исполнение желания, цветок. И очень позитивные новости могут быть в среду. Также у вас выпадает деловой разговор. Это влияние карты влюбленные. То есть какой у вас будет союз? У вас будет союз какого-то там рабочего характера. Потому что да, вот деловые отношения, деловой разговор. Также у вас, смотрите, может быть еще какой-то очень такой мутненький союз, потому что выпала рыба, она всегда показывает каких-то мошенников, аферюк, людей, которые пытаются, да, вот как-то там где-то к нам влиться в доверие и получить какую-то выгоду. Поэтому всегда надо быть осторожными. Скользкое дело, рыба. Нас втягивают в какие-то схемы, поэтому надо быть осторожными. Это неблагоприятный союз, может быть. И будильник предупреждает о том, что в этот день могут быть проблемы со временем. Спешки, опоздания, долгие ожидания, путаница и так далее. Так что с часами надо в этот день быть очень осторожными. Благодарю за внимание и перехожу дальше к рыбкам. Остались у нас рыбки. Так, рыбы, 28 мая, среда, события дня. Рыбы, поехали, смотрим, среда. Нерешенный вопрос, к сожалению, цепь. Ожидания. Еще есть сердце, это друзья. Мешок с деньгами нельзя. О, цветочек. Угу, успех. Гости. Кстати, многим знаком выпали гости в среду. Так, лебеди нельзя. Угу. Еще, видите, к сожалению, выпал и колодец. Нерешенный вопрос, и колодец — это разочарование. Весы нельзя соединить, здесь нет, и здесь нет. Значит, рассказываю, что выпало вам из негативных событий. Нерешенный вопрос какой-то может быть. Опять же, один вопрос решен не будет, а второй будет решен очень успешно. Потому что успех, видите, тоже выпал. Поэтому в одном вопросе да, в другом нет. Сейчас я посмотрю ножницы. Одна половинка, не могу найти. А, вот вторая. Ну, далековато друг от друга. Поэтому этот вопрос, видите, пока решиться не может. Есть какие-то преграды, так сказать. Мешает что-то ему. Нерешенный вопрос. Дальше ожидания. В этот день у вас будут долгие, нудные ожидания. Разочарования могут быть, колодец. Общение с друзьями, гости, исполнение желания. Это из плюсиков, да, вот общение, гости, исполнение желания и успех в каком-то деле. Так что плюсики у вас тоже есть. Если брать влияние арканов, то влюбленные, да, вот как союз, где у вас проигрывается? Ну, это гости, да, потому что это всегда какое-то совместное времяпрепровождение. Друзья, общение с друзьями. Ну, в принципе, наверное, как бы и все. В делах здесь, возможно, вообще люди не будут принимать участие. Ну, хотя, может быть, и будут, сложно сказать. Но однозначно тут идет союз, это друзья и гости у вас. Вот такая вот информация. Благодарю за внимание, рыбы, и жду вас на своих новых видео.